В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. В Якутске продолжается строительство нового учебного корпуса Высшей школы музыки республики. Вот объект запланирован на конец этого года. В Амгинском улусе стартовал второй этап проекта «Голуби мира». Его цель – объединить матерей и жен военнослужащих, дать им возможность делиться переживаниями в кругу людей. В Алекминске организована работа по летнему отдыху. В числе прочего, при детском центре дополнительного образования работает программа «Профессию». Самое лучшее детям. В Якутске продолжается строительство нового учебного корпуса Высшей школы музыки республики. Вот объект запланирован на конец этого года. Работы идут без отставания от графика. В настоящее время специалисты проводят коммуникации, отделочные работы и многое другое. Параллельно работает сразу несколько бригад. Напомним, строительство корпуса началось по поручению президента страны Владимира Путина, который посетил школу в 2024 году. Как поделилось руководство учреждения, и дети, и педагогический состав с нетерпением ждут открытия нового здания. Ведь это не только значительно повысит качество получаемого образования, но и позволит принимать студентов из других регионов и даже иностранных государств. Мы создали молодежный симфонический оркестр Дальневосточного федерального округа. Конечно, ребята, побывав здесь на сессии, играя в этом оркестре, приняли решение, что они будут к нам поступать. Вполне возможно, что будут ребята из зарубежья, потому что у нас заключены соглашения с Монголией, с Китаем, с их среднеспециальными учебными заведениями, с высшими учебными заведениями. Поэтому обменные студенты будут обязательно. Проверка сил и средств к реальным угрозам. Продолжается командно-штабное учение МЧС России по Якутии. На сей раз тренировки прошли в местности Усть-Хатын. К ним были подключены ведомства, входящие в якутскую территориальную подсистему РСЧС. В палаточном городке были развернуты штабы узла связи, применение БПЛА, питания, медицины, катастроф, психологической помощи и другие. Всего к учениям привлекли более 100 человек личного состава оперативных служб и свыше 20 единиц техники. По итогам якутской территориальной подсистеме была поставлена положительная оценка. Был развернут подвижный пункт управления, также была развернута аэромобильная группировка главного управления, также развернуты все органы управления и службы гражданской обороны Республики Саха-Якутия, которые обеспечивают безопасность в период проведения мероприятий по обеспечению безопасности весеннего дождевого паводка в рамках легенды учений. В целом на территории республики у нас задействовано общее количество 1258 человек личного состава, 250 единиц техники. За минувшие сутки в Якутии ликвидированы 6 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 471 гектара. Огонь тушили в Алданском, Усть-Майском, Татинском, Сунтарском и Мигино-Кангаласском районах. Активные работы по тушению ведутся на 4 пожарах общей площадью 45 гектаров в Нерюнгринском, Тампонском и Алекминском районах. В ликвидации задействовано 56 человек. Для мониторинга лесопожарной обстановки привлекаются 19 воздушных судов. Пожароопасный сезон в лесах традиционно становится серьезным испытанием для работников лесного хозяйства, особенно в труднодоступных районах со сложными природными условиями. Сохранность лесных массивов и безопасность ближайших населенных пунктов напрямую зависит от оперативности тушения, качества профилактических мероприятий и слаженного взаимодействия всех задействованных служб. В Тампонском лесничестве подвели промежуточные итоги сезона этого года. В ходе совещания были рассмотрены текущая обстановка, причины возникновения пожаров, меры их предупреждения и система межведомственного взаимодействия. С начала пожароопасного сезона на территории Тампонского лесничества зарегистрировано 4 ландшафтных пожара и 6 лесных пожаров лесных на общей площади 1148 гектаров, в том числе 926 лесная. Принимались тушение по 4 лесным пожарам, 2 лесных пожара в связи с труднодоступной местностью были приостановлены КЧСом республики, 5 лесных пожаров ликвидированы. 1 лесной пожар действует, находится на стадии ликвидации. Ассоциация ветеранов СВО Республики еженедельно вручает якутские ножи бойцам, отправляющимся на передовую. Регулярно объединение проводит мероприятия в рамках акции «Своим примером», где бывшие военнослужащие встречаются с подрастающим поколением. С целью патриотического воспитания ветераны сотрудничают с Центром «Воин», Движением первых, полигоном «Сулус». В ближайшем будущем ассоциация планирует организовать спортивные состязания среди ветеранов боевых действий. В данное время мы нацелены на проведение
турнира среди ветеранов по настольным играм нарды. Оно пройдет у нас 11 июля, поэтому хотел бы заметить, все, кто умеет играть в нарды, пускай присоединяется к нам. И призы хорошие. Это не только ветераны специальной военной операции, а ветераны вообще и Чечни, там, разных других конфликтов и тому подобное. В Амгинском Улусе стартовал второй этап проекта «Голуби мира». Его организаторами выступили Амгинский филиал Республиканского психологического центра, Амгинский центр дополнительного образования и психолого-педагогическое сопровождение детей имени Ольги Ивановой Сидоркевич, а также отделение помощи семьи и детям комплексного центра. Инициатором проекта стала педагог Амгинского центра дополнительного образования Анна Матвеева, мама, участник СВО. Главная цель проекта – объединить матерей и жен военнослужащих, дать им возможность делиться переживаниями в кругу людей, проходящих через схожие испытания, находить поддержку и выражать эмоции через творчество. Это целью сплочения наших жен и матерей участников СВО и вот изучение, распространение истории нашей культуры Ольги Петровны Ивановой Сидоркевич. В 1990-х годах Ольга Петровна проводила вот акцию, начала проводить, и они вот сохранили нашу природу, Амгу. И вот поэтому мы вот продолжаем эту традицию Ольги Петровны, вот «Голуби мира». В Усалданском Улусе этой осенью молодые специалисты получат ключи от новых квартир. В селе Тулуна уже заложен фундамент 4-квартирного дома, деревянный из лафета. Само здание также будет возведено из бруса. По проекту новостройка станет полностью благоустроенной. Строительство ведется по программе «Моя Якутия. 21 век» в рамках столетия Усалданского Улуса. Напомним, к 2030 году каждый наследник района должен сдать как минимум один социально значимый объект. Подрядчиком выступает ООО «Технопрофи». Дом когда будет сдан? Дом будет сдан в начале сентября, в начале учебного года. Этот дом поможет развитию нашего наследия и нашего района. В аэропорту Якутска встретили участников третьих международных интеллектуальных игр. Ключевым моментом стало прибытие делегаций из разных регионов России, а также чрезвычайного и полномочного посла Валерия Егошкина. По традиции гостей встречали в национальных якутских костюмах и с оладьями. Всего в играх заявлено около 600 участников, но формат гибридный. 200 человек соревнуются очно, 400 дистанционно. Из числа участников сегодня прибыли 38 человек. Их разместили в центре отдыха «Сосновый Бор». Официальное открытие состоится 2 июля. Дело в том, что здесь у вас в Якутии уже 20 лет ведется работа с молодежью именно в плане ее приобщения к культуре дипломатии. И очень успешно. Поэтому и в этот раз мы приехали и перенять опыт, и поделиться опытом с тем, чтобы то, что хорошо развивается здесь, в Республике Саха-Якутия, распространилось и в других регионах России. Чем занять ребенка в летние дни? В Алекминске организована работа по летнему отдыху. В числе прочего, при детском центре дополнительного образования работает программа «Профессиум». Это 2 смены ребятишек, которые с удовольствием получают новые навыки. Летом можно не только хорошо отдохнуть, но и научиться новому. Ребятишки, которые приходят на летнюю площадку от детского центра на Гагарина, учатся готовить, погружаются в науку, получают навыки ремесла. У нас есть 4 отдела, которые прививают навыки и интерес к профессиям определенным. Обычно мы берем социально значимые профессии, это вот медицина, наука, ремесленные какие-то навыки и еще кондитерское дело у нас есть. 5 человек теперь могут приготовить простые рецепты своими руками. Они поступают к нам как на работу, зарабатывают деньги, выпекают различные вкусности, учатся и обучаются профессии кулинарное дело. Какой тебе рецепт больше всего понравился? Наверное, морса и в самом начале вафли. Вафли. А до этого что-то дома готовил? Нет. А сейчас сможешь приготовить? Смогу. А здесь возможность изготовить небольшой сувенир.
Дети знакомятся с такими различными профессиями, как, допустим, вот гончар, да, мастера гончарного дела. Они пробовали лепить из прямо вот настоящей глины. У нас есть гончарный круг, пробовали себя по текстуре, что такое глина, как она выглядит. Также работали с берестой, плели браслетики, обработка бересты, сбор бусинок, браслетики. Пробовали себя в деле работы с деревом. Первые представления о сложных науках, таких как физика или химия, тоже тут. Конкретно я обучаю направлению наука, занимательная наука. Здесь мы проводим различные опыты. У нас проходило знакомство в рамках этого направления с профессией биолог, химик и физик. Самое главное, ребятам это доставляет искреннее удовольствие. Сюда приходить это очень интересно, потому что тут мы изучаем, проще говоря, мы повторяем профессии, которые, возможно, нам придется встретить в будущем. И какая профессия, вот, на твой взгляд, интересна? По-моему, это медицина. Может быть, интереснее дома посидеть? Нет, дома ты ничего не делаешь, тут ты хотя бы чему-то обучаешься летом. Это хорошо. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Уходящий июнь якутянам запомнится спортивным. В этом месяце сразу 2 спартакиады трудовых коллективов и джулур прошли в столице республики. Кубки и медали уже нашли своих обладателей, а те, кто, как правило, остаются в тени, чествовали сегодня. Для комфорта участников над организацией состязаний работали больше 200 человек. Спартакиада прошла на высшем организационном уровне. Мы очень благодарим своих партнеров, своих спонсоров, те, которые помогали в проведении нашей спартакиады, наших представителей органов исполнительной власти, те, которые находятся в оргкомитете нашей спартакиады. И самое главное, хотел сказать, что радость и благодарность людей с инвалидностью – это выше всякой похвалы и благодарности. К этому часу это все актуальные новости. Еще больше новостей смотрите в вечерних эфирах.